отправиться в космос. А знаешь что? Следующий наш раздел называется «Путешествие в космос». Давай поможем ребятам и вместе отправимся в космическое путешествие. Присоединяйся и ты к нам. Звездное небо завораживало людей с самой древности. Им всегда было интересно, что же находится там, в этом бесконечном пространстве. Первыми людьми, наблюдавшими за небесными светилами, были звездочеты. А как таких людей называют в наши дни? Все верно, астрономы. Астрономия – это наука о небесных или космических телах. Для того, чтобы узнать, почему человека так и привлекает космос, я предлагаю тебе прослушать стихотворение «Дорога в космос». Это стихотворение есть в твоем учебнике по русскому языку на странице 50. Урок номер 53. Дорога в космос. С высотою первой встречи. Помню, с мужеством мальца я сперва освоил плечи своего отца. После, ростом став повыше, под раскат степных громов, путешествовал по крышам овцефермы и домов. Вы, друзья, меня поймете, разрывая тишину, я недавно в самолете взмыл, как птица в вышину. Мог разведать все секреты. Звезды, вот они висят. Пусть меня на борт ракеты хоть сегодня пригласят. Так почему же людей так интересует космос? Все верно. Человека с самого детства привлекает высота. С чего начинается дорога в космос у героя нашего стихотворения? Конечно же, с первой встречи с высотой, с папиных плеч. А какие еще высоты покорил наш герой? Конечно же, наш герой еще не раз встречался с высотой и на крышах домов, и в салоне самолета. А теперь обрати, пожалуйста, внимание, что в тексте стихотворения некоторые слова выделены. Эти слова могут быть тебе не совсем знакомы, но их значение ты сможешь легко понять из текста. Какое из выделенных слов можно заменить синонимом «взлететь»? Конечно же, глагол «взмыл». А какие слова помогли тебе понять это? Все верно. Взмыл, как птица. Каким словом можно заменить слово «освоил»? Конечно же, слово «освоил» означает «изучил» или «научился пользоваться». Значение незнакомых слов можно узнать не только по толковому словарю. Очень часто смысл всего отрывка, всего текста, всего предложения или другие известные слова в тексте могут помочь тебе понять значение незнакомых слов. Это означает определить значение слова по контексту. Чтобы узнать, каким нужно быть, чтобы стать космонавтом, я предлагаю посмотреть тебе следующее видео. Космонавтом стать хочу, когда вырасту. Такое чудо ты и сам сумеешь сотворить. Сам? И что для этого нужно? Хорошо учиться, это точно. Зачем в космосе человек, который ничего не умеет и ничего не знает? Угу. А еще? Здоровье. Космонавт должен быть здоровым. В космосе больниц нет. Ну, это заряд надо делать, наверное. Вот так. Раз, два, раз, два. Закончили. Вот мы с Германом еще принесли бабушкины игрушки. Уф, да, мы принесли. Какие любопытные игрушки. А это кто? Космонавт? Да, такие были первые космонавты. А первые космонавты? Как они учились на космонавтов? Первых космонавтов никто не мог научить быть космонавтами. В космосе еще никто не был. Поэтому в первый звездный отряд отбирали из тех, кто лучше всего был готов к полетам. Я знаю, из летчиков. Не просто из летчиков, а из военных летчиков. Людей, которые уже испытывали сильные перегрузки и были к ним готовы. Абсолютно здоровых. Как это? Абсолютно здоровых? Здоровых во всем. Абсолютное зрение, слух и даже вес идеальный. Ни больше, ни меньше. Никто не знал,
Чем может обернуться даже малейший насморк в космосе? Никто. А еще рост. Космонавт не должен быть выше 170 сантиметров. Почему? Внутри первых кораблей места было мало. И много нашлось таких военных летчиков. Кандидатов было 6 тысяч. Но после собеседований, тестов, медицинских комиссий и других испытаний в первый отряд набрали 20 человек. Только 20? Так мне не стать космонавтом. Но с того времени прошло много лет. Благодаря первым полетам, выходу в открытый космос, долгим экспедициям на орбитальные станции мы уже хорошо знаем, как себя чувствует человек на орбите. Сегодня в космосе побывали почти 600 человек. Наука не стоит на месте, открывая новые возможности для человека. И стать космонавтом стало легче? Легче не стало, но появилась возможность летать в космос не только летчикам, но и инженерам, врачам, ученым и даже туристам. Получается, чтобы стать космонавтом, не важен рост, вес, здоровье и даже профессия? Здоровье, конечно, важно, но требования поменялись. Например, очкарикам летать в космос уже можно, а вот профессий, которые нужны для работы в космосе, становится все больше. Но надо помнить, что в космонавты по-прежнему берут самых лучших. Как ты думаешь, изменились ли со временем требования к профессии космонавта? Конечно, со временем наука развивалась. Если раньше в космонавты брали только военных летчиков, то сейчас в космос могут полететь люди самых разных профессий. А что же, какое требование осталось неизменным и по-прежнему важным? Верно. Желающие отправиться в космос должны быть крепкими, выносливыми и должны пройти специальную подготовку. Сейчас на экране тебе предлагается задание. Обрати внимание, что в скобках даны прилагательные. Почему мы не можем прочитать предложение в таком виде? Все верно, потому что прилагательные в скобках не согласованы с именами существительными. Отлично, давай повторим их вместе. Первые звездные отряды состояли из военных летчиков. Внутри первых кораблей места было мало. Наука открывает новые возможности для человека. В космонавты берут здоровых, отважных, выносливых людей. Итак, сегодня на уроке мы узнали некоторые новые слова, вспомнили, что имена прилагательные необходимо согласовывать с именами существительными, а также узнали, что значение некоторых незнакомых тебе слов можно понять по контексту, то есть благодаря общему смыслу всего текста. На этом наш урок заканчивается. До новых встреч на следующем уроке.